Цой Георгий Хениревич родился в Узбекистане, но по национальности он кореец. Его бабушка, дедушка и родители эмигрировали из Кореи в далеких 30-х годах. И жену свою он встретил в солнечном Узбекистане. У них там родились 2 детей, и вот 40 лет назад они надумали приехать на родину жены в Якутию, а именно в село Верхневилюйск. В Верхневилюйск я приехал в 1980 году. С месяца 3-4 не было работы, потом устроился на электростанцию дизелистом. Был дизелистом, работал сменным механиком. Потом перевелся в бригаду по ремонту трансформаторных подстанций. Работал бригадиром. До 99-го, наверное. Потом в 2003 поступил на работу в культуру. Работал электриком. Потом перевелся специалистом, стал светооператором и работаю по сей день светооператором. Уже 20 лет скоро как будет, работаю в культуре. Если бы мне нравилось, наверное, не работал столько. Нравится, поэтому работаем. Работа так сама по себе никому не нравится. Ну, если мое, значит мое, не мое, значит не мое. Я и в нефтяной промышленности отработал 11 лет. Кстати, сегодня вечером концерт Вологодского театра. Ну, у них обычно светлый вот этот, белый свет. Когда с женой познакомился, не знала, что я не Якутии. Она думала, что она казашка, а оказалась якуткой. Я говорю, а это еще что за зверь? Пришел домой, посмотрел карту. Действительно есть Якутия. Еще какая Якутия? А я про нее и не слышал даже. Ну, якутский язык очень сильно схож с киргизским. А я азиатские языки, ну, почти все, кроме таджикского, знаю так. Разговаривал с ними. Поэтому, ну, не скажу, чтобы сильно тяжело было. Сейчас я 100% его понимаю. Говорить, правда, не говорю, а понимать полностью понимаю. А менталитет, он сильно отличается? Ну, естественно. Как огонь и вода, жара и холод, естественно, отличается. Кстати, про холод. Первые зимы. Холод не жара, к нему легче привыкнуть. Пожив здесь 3 года, я поехал обратно, уже жару не мог терпеть. К холоду быстро привыкаешь. Если холодно, оделся. А жара, чем жарче, чем больше раздеваешься, тем больше жарко. Поэтому к жаре тяжелее привыкнуть, чем к холоду. Я в сентябре месяце приехал. Ой, это целая история. Самолет в Верхневилюйск не посадили, посадили в Нюрбу. Ночь в порту. Потом на заре до Верхневилюйска. Я, она, 2 детей маленьких. Ну, у ее родителей 3 месяца жили. Ну, потом ей работу в СПТУ предложили. Жена Галина Алексеевна моя одноклассница, поэтому я эту семью очень хорошо знаю. Они приехали уже, у них было 2 детей, 2 дочери. Жена Галина Алексеевна назначили главным бухгалтером ПМК Мелевостроя. В то время это был большой коллектив, интернациональный. 42 национальности у них работали. Начиная, были там и татары, узбеки, белорусы, немцы, русские, эстонцы, все. Так что он начал работать в этой большом коллективе, большой семье. Сначала рабочим, потом плотником, потом электриком. Сначала он не знал и не говорил даже по-якутски, а потом, через несколько месяцев он уже говорил сносно по-якутски. Потом у них появилось 2 детей, сын и дочка.
4 детей, в общем, у них. Я с ним, ну, так познакомился уже в 83 году, но постепенно, это лет, наверное, через 5-6, наверное, уже мы всем семьей вместе рыбачили, отдыхали. Ну, в то время, советское время, у нас было такое, что мы дружили с семьями. Тем более жена его, Галина Алексеевна, была моей одноклассницей, поэтому Георгия мы звали Жорой. А потом мы лет 10, наверное, вместе работали в управлении культуры. Он у нас работал электриком, осветителем, а я работал директором киновидеотехцентра. В то время у нас директором работал Тойтон Александр Дмитриевич, тоже такой яркий был руководитель. Он всех нас платил, поэтому в то время мы, мужчины, все вместе работали, и по субботникам работали, и вместе на рыбалку ездили, и на охоту ездили, и за грибами, и за ягодами. Жора у нас был заводила, потому что он и пел, и танцевал. Будучи человеком творческим, Георгий легко вжился в Народный театр Верхневилюйска. Играл роли не только в спектаклях, но и снялся в 3 фильмах. В то время еще, когда это было, лет 20 назад, он стал нашим таким близким членом Народного театра, артистом. И с тех пор у него началась такая вот интересная история. Он много снимался в пьесах, сценках. Даже мы снимались в художественном фильме «Тас Войнер». Это про комсомольцев, о гражданской войне, про бандитизм, про белогвардейцев. Очень вот такой драматичный, жесткий фильм. И вот в течение 10-15 лет он был таким незаменимым артистом Народного театра. Он сразу влился в наш коллектив, Народный театр, и считался вот хорошим артистом, потому что он и хорошо говорил и по-русски, если надо по-узбекски, и по-якутски хорошо. В данное время у нас сегодня он хорошо разговаривает, понимает по-якутски. Иван Федоров Эндо. Атымый бан. Ағаматы сөздер денеті. Хамон. Коротко барды бұд. Тоғамейін қораққа жәлер. Анда керен білен. Мәлі күнәз, бұл оғыны қаннай жабаралары еті. Анна жәлдерін бәйелер білелер. Туақты бұруя оғыны тоғай жәлдері. Олайын жалаң бол батақ. Барды бұд. У меня родители, начиная, правда, дедушку толком не помню, бабушку помню. Отец, мать, оба корейцы. А как корейцы? Они, депортация была корейцев с Дальнего Востока. И вот мои
Дедушка с бабушкой депортированы были туда. Ну и, естественно, с ними мои родители. Ну, я родился, вырос в Узбекистане. Школу там закончил. Учился, жил, до 30 лет жил в Узбекистане, потом сюда приехали. Вся моя сознательная жизнь прошла здесь, в Якутии. Ну и нисколько не жалею, что приехал. Пантелеймон Прокопьевич – друг Георгия, с которым они вместе работали на съемочной площадке, и их объединили общие интересы и увлечения. Очень его уважают, очень доверяют, поэтому он и до сих пор работает. Он работает, если делает свою работу, то делает качественно, чтобы не было претензий. И он в нашем коллективе, в нашем наследии, он один из ведущих вот таких работников нашего района. Жора по характеру он спокойный, но спокойный, веселый, со всеми ладит. В любом коллективе он может быть заводилой, потому что он и поет, и танцует. Так что без него такие мероприятия, общие мероприятия никогда без него не бывает. Одним из хобби является готовка. Во время праздников на работе и дома Георгий готовит свое фирменное корейское кимчи. Сегодня он показал и рассказал, как делать заготовку из капусты. Готовим капусту к соленью. Очищаем от испорченных. Это дело обильно посыпаем солью. Соли не жалеть, капуста возьмет сколько ей надо, остальное водой уйдет. Пойдет она наоборот лучше, чем белокочанная. Процесс изготовления этой кимчи именно из этой капусты. Просто за неимением мы брали белокочанную. И это дело заливается водой. Соль, ну, у нас соль какая под рукой находится, та соль и пойдет. Обязательно специальная соль для нее не нужна. Которая соль под рукой, та и пойдет. И это дело заливаем водой и прижимаем гнетом, накрываем крышкой, заливаем холодной водой, чтобы покрыло сверху гнета. И это дело будет стоять неделю. Соль любая, крупная тоже пойдет, в принципе. Ну, морская соль, я не знаю, никогда я ею не пользовался. Это дело закрываем тарелочкой и прижимаем. Вот сюда вот набери, гнет сюда поставишь. Все, и это дело будет стоять неделю. Дней 5-6, неделю. После этого изготавливаем рассол. Чеснок перекручиваем через мясорубку. На эти три кочана где-то полголовки чеснока. Ну и перец по вкусу. Я лично туда добавлял бы пачку. Все, перекручивается. Через неделю эту сливаем воду. Выкладываем на поверхность ровную, чтобы вода с капусты стекла. Опять заново укладываем и рассолом заливаем.
На следующий день оно готовое к употреблению. Корейское, китайское, сейчас черт разберет, ну, каждый к себе тянет. Это у меня процесс изготовления советских корейцев. Правда, перец берется стручковый, молотый. Чеснок, сок, все туда добавляется. После того, как она просолится через неделю, между листьями добавляется перец. Это вот среднеазиатские корейцы так солили. Листья разворачивают, туда вкладывают перец. И опять укладывают его. В нем добавляют соль, чеснок. Все, а ну, за неимением и молотый пойдет тоже. А в Корее он называется кимчи. Ну, скорее всего, кимчи, наверное. Просто советские корейцы, чтобы легче было произносить его. Из кимчи сделали чимчи. Ну, у советских корейцев от корейских, ну, большая разница, можно сказать. Искаженных много. На рынке в Якутске встречаешь вот именно корейцев и кореянок с этих, с Кореи. Почти не понимаешь. Совсем другой язык. Что-то пролетает. И все. Ну, я советский, можно сказать, что советский язык корейский, я знаю. У меня и бабушка, и мать, отец все корейцы были, поэтому я знаю этот язык. Но я же говорю, ехать туда сложно будет с ними общаться первое время. Конечно, придет навык, а так будет сложно с ними говорить. А вот если говорить о якутских блюдах, ваши первые впечатления, что было самое сильное? Это уже анекдот. По Октябрьской в конце же родители жены жили. И сели за стол, она накладывает строганину, жеребятину. И я на нее смотрю, ну смотрю, сырая, как ее есть, никогда не ел ее. Неудобно ведь положили играть. Ну, я ее кусок в рот сала нашел, кусочек в рот кинул и гоняю по рту туда-сюда, туда. Глотать начал, он обратно прыг. А под столом здоровенный пес лежал. Я его и туда ему. Братишка у нее был, Вовик, в 1 классе учился. Я его рядом посадил и как цыпленку. Он открывает, я ему туда. В общем, тарелку оприходовали. Теща посмотрела, ух ты, понравилось ему. Он еще несет. Вот так вот это первое впечатление. Ну, сейчас все подряд. Все, что шевелится. И еще покойный тесть. Ну, как он, селле называется, по-моему. Испорченная сахатина. Ага. Ой, я тебя, говорит, якутским деликатесом накормлю. Ну, давай. Я говорю, ну, сейчас бегать, что ли? А продавался там тут на горке. По Орджоникидзе винный магазин был. Ну, и побежал. Прихожу, а в гараже стоит такой запах убивающий. И вот такая картина. Он внутри, я снаружи. Я ему накатываю и в туда дверь. Раз. Хоп, обратно стакан выходит. А потом, когда... Ну, там еще анекдот. Он домой побежал, схватил сковородку и в гараж. За ним теща с потаскалкой несется. Посуду портишь. Ну, когда уже все проварилось, обжарили. Нормальная вещь, оказывается. Вот первый раз тоже попробовал такую штуку. Андатору ел, белок ел. Это все нормальные вещи. По первому разу, конечно, как-то не то, но идеальная вещь. Такие блюда, как суп из потрохов. Такое раньше кушали?
Но ИСМИН нормальная штука, что скажешь. Этим, наверное, все сказано. Еще если, как он, селе называется, да? Муката. Селе. Ну вот селе добавят вообще капитально. Не вермишель там или что. Хороший. Не, ну сейчас и без меня туда хорошо добавляют всякие приправы. Приправ в магазинах сейчас море. Но мне кажется, в чистом виде она лучше. Без всяких приправ. Мясо должно быть мясом, лук должен быть луком. Все чисто, мне кажется, лучше, чем... Конечно, если приправить, она вкуснее. Ну, не знаю. Мне лично без всяких... Вот шашлык едят с кетчупом, не уважаю я это дело. Мясо значит мясо. Без всякого кетчупа. Ну, я чисто корейский соевый суп варю. Чисто. Рис без соли. Плов готовим. Борща готовим. Ну, это уже борщ, якутский борщ. Туда вермишель добавляется. Нам обычно без вермишели. Ну, плов как готовится? Сначала прокаливается масло. Туда опускается лук. Лук прогорает, до черноты доводишь, вынимаешь его оттуда и бросаешь в свежий лучик. Доводишь до золотистого цвета, кидаешь мясо. Мясо обжариваешь, до полуготовности доводишь, кидаешь морковь туда. Морковь прожаривается, заливаешь водой, и эту зарву готовишь, ну, с минут 20, полчасика она варится. Томится, не варится, а томится. Потом засыпаешь рисом. И я, ну, не знаю, кто как, я на один палец рисовая вода покрывала и закрываю крышкой. Выкипает, убавляю огонь. Все. Обычно вот берут казанчик и мокрой тряпкой водой раз. Есть, где нету этого риса, там быстро высыхает, а тут чуть остается. Ну, это так, а это вот на чутье, наверное, уже не первый раз, поэтому... А зиру и чеснок не добавляете? Все добавляется, это зира, паприку. Потом, когда рис опускаешь, сверху втыкаешь головку очищенного чеснока, ну, в смысле, как от мусора. Да рыбу всю подряд. И строганину, и карась. Жареную, пареную в любом виде. А у вас в семье больше жена готовит или вы? Ну, сейчас больше она готовит, потому что я постоянно на работе. Ну, по праздничным плов. Уже, правда, тоже научилась. Так первая жена так вообще ас-повариха. Когда они впервые приехали, у нас это 80-е годы, в наш район, Жора удивился, что у нас в июне проводятся такие большие праздники, они называются сехом. Он даже удивился, а потом он уже начал, ну, через лет 3, наверное, или 4, он начал участвовать в Васохае, попробовал, у него получилось. И он очень любил вот наш национальное блюдо саламат. У узбеков тоже вот примерно вот такой. Он кореец, но узбекский кореец. Саламат любил, кёчех любил. У меня сейчас там племянники, братишки, дети, работают. Отсюда именно со Средней Азии, с Узбекистана уехали туда работать. Вот такие есть, а так... В 30-х годах, когда этапировали в Среднюю Азию, ну, на этом, наверное, все связи потерялись. У меня дед, наверное, зажиточный был, он всех в кучу собрал. Там заплатил, здесь заплатил, и в кучу всех собрал. Всех в одну кучу собрали. Поэтому больших потерь с нашей стороны нету.
родственники все в куче. Когда это свободна была граница между Советским Союзом и Кореей, там была одна единая Корея. Не было северной, южной. Поэтому Бог его знает. Ну, скорее всего, северной, наверное, потому что она ближе. А с какой Кореи? Да, черт его знает. Ну, скорее всего, северной. Это вот после войны она стала две Кореи, южная да северная. Вот, правда, после распада СССР разъехались кто куда. Сестренки, сестра от одной тетки находится в Москве, кто в Санкт-Петербурге, а кто здесь, на Дальнем Востоке. Тихонько связи теряются. О переезде в Якутию Георгий не жалеет. Здесь его семья, дети, друзья, любимая работа. Большую часть жизни провел он в Якутии, и именно здесь его дом.